один из июльских дней, загостившегося жаркого зноя на границе между Европой и Азией, в поселке Уральск произошло событие, значимость которого определяется, казалось бы, просто, если не сказать обыденно. Очередное открытие мемориальной доски, заслужившему всяческих похвал и почестей, действительно заслуженному во всех отношениях человеку и достойной личности, ставшей уже историей. В канун столетнего юбилея благодарные уральцы увековечили его имя. А для этих, убеленных сединой людей, имя его – не просто вырезанные на камне слова. Это родное слуху и дорогое сердцу словосочетание, навеки оставшееся радостным воспоминанием озорной и кипучей молодости, озарившей всю их жизнь. В своем доме культуры выступает народный танцевальный ансамбль совхоза «Ляйсан», неоднократный лауреат всероссийских и всесоюзных смотров. История эта началась почти полвека назад, когда в далеком 1964 году в совхозе Байрамголовский Учелинского района для участия в предстоящем зональном конкурсе художественной самодеятельности в Белорецке был создан ансамбль народного танца. Свою первоначальную задачу тогда коллектив выполнил, одержав на смотре убедительную победу. Хотя в ту далекую пору в городе башкирских металлургов при комбинате было немало ярких, почти профессиональных коллективов. Но новичкам везло. Окрыленные быстрым успехом уральцы двинулись в столицу, уже на республиканский конкурс. В Уфе-то и заприметил учелинских самоцветов сам руководитель прославленного госансамбля Файзи Гаскаров. Так началась история «Юлдаш». Говорят, что и первое имя танцевальному ансамблю было даровано самим Файзи Адгамовичем. Был 65 жылғы ең тәугі фотолардың бірі Шлай. Тәугі коллектив. Это фотографии первого состава, 65-й год. Бірақ мені тиген ансамбль башланғас та профсоюзы құрылды. Это наши коллеги с правкома. Ведь наш Юлдаш создавался при поддержке профсоюзов. Гляди-ка, наши девчата. Вот я уже человек пожилой, но вот этот Ляйсан, для меня он как бы гордость. Ну, половина жизни вот с этим ансамблем. Вот в 70-м году прошлого, того века, еще молодой был, окончив университет, ну, приехал сюда, на родину к себе, ну, учительствовал в родной деревне. Ну, я играл на курае, и сейчас играю, но это играю я для себя. И вот нужен был кураист. И вот как кураист я был привлечен в ансамбль. И Гаскаров тут, вот когда он создавал этот бессмертный свой танец «Наш праздник», вот тогда мы выходили, ну, в кавычках, живьем, играя на курае. Выходили, и это вот с тех пор, из года в год, без Ляйсана жизнь уже не пошла. Хөрмәтле дуслар, якташлар, һездин өчен безнең байрам. Вот наш праздник.
Это спектакль, это 45-минутный был танец. Там сокращали. Он до того великолепный, до того прекрасный, что он все еще живет. Теперь уже полвека на основе этих танцев, на основе прекрасных выступлений на всяких уровнях этого ансамбля он стал, значит, народным, во-первых. Это же было не так-то просто. Ну, народный получать в те годы было очень сложно, я хочу сказать. Ну вот, народный ансамбль. И в сущности, эта душа Гаскарова, она сохранилась в нашем ансамбле, его танцах. Вечерами мы садились на ГАЗ-69, ездили по деревням. И он всегда просил: завези меня в какую-нибудь глухую деревеньку, где танцуют марши, гулькаим-да. Смотря на танцующих гулькаим-марш, он сразу говорил, значит, спрашивал фамилии этого, другого, третьего, четвертого. Но мы узнавали фамилии, предоставляли список дирекции совхоза, и их освобождали с работы, и обновлялся ансамбль. И вот у него после одного из сабантуев у него созрел в голове танец «Наш праздник». «Наш праздник» – это танец сабантуя. В этом танце он показывал, значит, праздник тружеников села после посевной. Но у него было два варианта. Значит, первый вариант, что после войны сабантуй, как люди праздновали праздник плуга, и в этот день возвращается фронтовик, участник войны, фронтовик, он возвращается домой, значит, его встречает все село, садят на коня, и вот на скачке, на байгу. Скаф-дивизии, значит, вернувшийся, и вот он попадает на этот праздник, на Сабантуй, на этом празднике выигрывает вот эти скачки байгу выигрывают. Ему, как победителю, завязывают два полотенца, значит, одевают гилянь, и он танцует танец победителя. Это целый спектакль, это целая художественная картина. Сегодня уникальное событие происходит на Байрамгуловской земле. Творческий путь Файзи Адгамовича Гаскарова был тернистым, трудным, были взлеты, были падения. И прекрасно, что в какой-то период жизни именно Байрамгуловская земля дала ему вдохновение. Здесь он нашел таланты. Здесь, на Байрамгуловской земле, родились лучшие из его танцев, которые и сегодня живы и покоряют сердца не только жителей Республики России, но и всего мира. Пока мы помним имя славного творца, замечательного таланта, то жива будет и память о народном творчестве, о народном танце. Поздравляя сегодня своих земляков, приветствую гостей и ветеранов, я сказала о том, что мы очень часто ищем рецепты счастья, изобретаем программы того, как воспитать настоящих патриотов, как сохранить все то, что было создано веками нашими дедами, прадедами. И, наверное, ответ этот прост. Нужно создавать больше коллективов, нужно танцевать танцы, которые были поставлены и выходят из души народа. И пока вот живо творчество, пока есть меценаты, пока есть руководители, которые вкладывают в это очень нужное дело, то, наверное, и жива будет не только народная память, но и сам народ. Те танцы, которые родились на Байрамгуловской земле, они родились из жизни. Это укротители, это сцены из жизни народа. Посещая наши фермы, деревни, участвуя в народных праздниках, он видел, чем живет народ, чему он радуется, чему переживает. И поэтому танцы получились настоящими. Танцы получились те, которые трогают душу и выходят из сердца. Видимо, в этом секрет успеха всех творчества Файзи Адгамовича Гаскарова и секрет успеха тех ансамблей, которые сегодня продолжают творить на сцене великое искусство танца. Прекрасна земля Башкортостана. Прекрасно танцевальное искусство древнего народа, воплотившее в себе мудрость уральских гор и чистоту родников, глубину полноводных рек и пленительную нежность белых берез. Народный ансамбль танца «Ляйсян» Учелинского района создан в 1964 году.
С самых первых выступлений коллектив смело заявил о себе самобытностью и жизнеутверждающим пафосом своего искусства. Истинной школой мастерства обернулась для Ляйсян встреча и дальнейшая дружба с заслуженным деятелем искусств РСФСР и Башкортостана, основателем башкирского народного сценического танца Файзи Гаскаровым. В постановке Файзи Гаскарова башкирский танец «Зарифа». Танцевальный ансамбль, созданный Адгамом Ганеевичем Шарафуддиновым, крупным организатором сельскохозяйственного производства и физкультурного движения, который начал поднимать веренное ему хозяйство с организацией художественной самодеятельности, попал в хорошие, нужные руки. Заслуженный деятель искусств РСФСР, лауреат государственной премии имени Салавата Юлаева Файзи Гаскаров, проработавший в Учелинском районе, а именно в селе Наурус с 1964 по 1966 годы, по праву считается основоположником ансамбля Ляйсан. Файзи Адгамович Гаскаров не любил присутствие постороннего человека на репетиции. Получилось так, что по тем временам я был очень шустрый, очень резкий, подвижный парень, 16-летний. Значит, можно сказать, наглым образом зашел, где репетировал Файзи Адгамович Гаскаров. Но, естественно, он среагировал на это мое появление, вроде того, выйди, покинь зал. Мне показалось это диким. Какой-то приезжий уфимский старичок указывает мне, местному, покинуть зал. Это моя территория, как говорится. Вот. И, видимо, он заметил во мне что-то такое, что не заметил бы другой человек. Дерзкость или такая самовлюбленность, что ли, что вот в свою местность. И он через правкома, через комсомол, через дирекцию совхоза, попросили на другой день прийти меня на репетицию. И вот у нас это такое интересное знакомство получилось. Он мне открыл глаза, как любить природу, как любить жизнь, даже вплоть как любить женщину. Вот. И во мне он увидел, наверное, что из этого дерзкого малайки выйдет нормальный, хороший танцор. Я был танцором характера воинственного. Он постоянно ставил танцы такие, что именно защищать родину, защищать свою землю, защищать родных, защищать мать, защищать свою жену. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Ой, а старый и полный плед. Мен өзім Наурыз ауылында мектепте оқығанда, 4-ші класста оқыған уақытта еще менің пионер-вожатыем болды Махия апай Гайнуллина. Когда еще в 4 классе учился в селе Наурус, наша пионер-вожатая поставила для меня первый танец – матросский. Потом переехал в село Октябрьское, затем поступил в ГПТУ Училы, танцевал в самодеятельности, в агитбригадах. А когда вернулся после учебы в деревню, это было в 1971 году, мой односельчанин Салават Гарипов привел меня в ансамбль. Мне было тогда всего 16 лет.
Я был самый младший в коллективе. С ансамблем активно разъезжали по стране. Выступали в Куйбышеве, в Свердловске. Эти поездки мне памятны. Фазиат Гамович был требователен, не смотрел, что я младше всех. Гонял наравне со всеми. Мне повезло, солировал в нескольких танцевальных номерах. Как-то довелось выступать на международном фестивале в Нефтекамске, где мы заняли гран-при. Не секрет, что деревенские люди не имели возможности выезжать за границу. Нам же, байрамголовцам, очень везло. Мы побывали в Португалии, Германии, в округе Галле. Немало гастролировали по России, Средней Азии. Любил поездки в Уфу, на правительственные концерты, различные фестивали. Мне всегда вспоминается первое появление Гаскарова. Строгий такой. Мол, почему сидим без дела, не репетируем? Куйбышев, бүті милләттә, икенсе милләттәр арасында нашыл конкурстарда, катнашырга тура келді. И по прошествии многих лет я навсегда остаюсь учеником великого мастера. Даже если вдруг разбудит меня среди ночи и попросит станцевать любой танец, я помню каждое движение. Фронтовиктар, сәхнәле Айбулат Аглиев, Салават Гарипов һәм Ринат Жамалов. Учалы районы. Бейеудің куюсыгы Рәис Низамеддинов. С детства я любил играть на гармошке, петь, танцевать. Играю и на баяне. Ну, самоучка. Никто не учил, конечно. И любил лошадей. Даже я скакал на районном сабантуе, брал первые места. Потом я выучился на механизатора, и мне понравилась техника. Землю любил. На земле работать, пахать, сеять. С детства мы там это привыкли, на земле работать. Работал на земле. И в 1967 году у нас этот клуб хороший был, в Октябрьский. Такого клуба здесь не было. И на Вруте это тоже маленький, а там очень большой клуб у нас был. И у нас молодежь была дружная. Мы концерты ставили сами, ездили по деревням, ставили концерты. И однажды приехала Гильфа Махмутова, да? Вот она у нас приехала, говорит, давайте, ребята, я хочу вас посмотреть, кто может переменный ход сделать, кто на дробушку умеет. Но она посмотрела, я ей это переменный ход все сделала так, и дробушку. Она говорит, завтра в ансамбль.
Вот здесь мы занимались в зале. У Гаскарова палочка такая шейхкана. И он ходил. Кто чуть-чуть это неправильное движение делает, раз по ногам, раз, ну, давай сделать вот это, ну-ка, эштаб кургат. Делаешь, там показываешь. Хороший человек был, строгий, с одной стороны, справедливый и добрый. Он без музыки сам это показывался. Вот я помню, он сам поет, сам показывает. Ну-ка, делай движение. Ты стоишь, и ему показываешь. Болды, у тебя хорошо, иди выходи. Хорошие нам танцы поставил. Наш праздник Гульназира, доярки, кайындарым поставил. Потом на берегу Урала это с косами. Он тоже поставил это наш танец. Ну, хорошие танцы, душевные. Вот как говорят, человечные вот танцы. Вот он брал танцы, вот доярки он брал. Он сидел, посмотрел, как там доярки дуют, как это пастух, это крутом, все это. Он все это посмотрел и уже думал, а потом это приезжал и эти танцы ставил. Мына Алсанбаев Медахаткан наидовой победитель. Потому что он сказал, черный этот башкирик должен быть с усами, чтобы пузо стояло так. Смотрел и народ, чтобы, ну, боялся, а мощь такой, чтобы давал. А я белый был, он на меня это внимание он не обращал. Без усов. Ну, хотя и белый был туда-сюда, но я во всех танцах был солистом, между прочим. Везде солировал. Хотя и белый был. Может, он этот родню узнал. У меня же отец был татарин, а мать башкирка. Может, он меня вот из-за этого знал. И по ногам не бил никогда. Была и штаб. Он никогда меня это... Медахатты он ставил. И еще Аллах это танцует профессионально. А мы тогда еще даже народный тулинник. Бардық Гүлназира менен Куйбышевка. Всесоюзный фестиваль молодежи. Был там, да, Гүлназира менен взяли первое место. Там гран-при не было. Лауреаты, значки. Мы его на руках таскали. Зал стоял стоя бедембеюга. А у стартовында бейдар, русский тёнюх, кайым юк, берли салвар итек. А беда кайым, гуруктар, сыбыртка болды. И как бы ошанмай тұрғандарын, что вы работаете трактористом. Ну, конечно, это подходит. Вы же, говорит, профессионал. Говорим, какие профессионалы? Вот я на посеве 1 месяц поработаю. Әртігі правительственный концерт хабарға керек. Нас отзывают. Тут 1 день репетицию быстро сделали. Ну, а драктор вес уже ей валам. Это уже скидываешь телегина. И вперед. Барам Уфаға правительственный концертқа. Анда біз танцевали. Филармония, госансамбль бізден қорқа тұрғандарына. Они подходят, к нам и говорят, вот после вас мы не можем танцевать. Их последние оставляли, а мы предпоследние были. Потом это начали нас последними оставлять, потому что они уже не топшалар тага, қалтыра бір дар беріп тұр, бейді, колхозниктар. Много звали филармонию. Но мы не соглашались. Они говорят, будете ездить за границу, туда-сюда. 90 рублей вам денег, обшики даем. Айдайте, қыздар өздері келіп нета тұрғандарды, айда барайық, айдайте с нами. Мы говорим, нет, мы совхоза Байрамгулский не изменим. Может, барырник-то, Алсанбаев, біздей бармана, мен айтқайым, там барайық. Жо, біздің штаб, Байрамгул совхозына изменяйте. Ни в коем случае не пойдем туда. Будем свой, это Байрамгульский совхоз держать в Учелинский район. Ладно, мы там тогда все.
и остались. Конечно, мы профессионалами не были, но мы народный ансамбль, это значит, завоевали танцы Ляйсан. И у нас еще даже вот у нас клуб сгорел, такой же клуб был, это новый клуб уже. И ансамбля еще не было. Медахат созывает нас всех, там Раис Низамеддинов. Давайте защитим народный ансамбль танца. Старики собрались, 4 танца сделали, трактористы, марийский, Аткунага и фронтовики. И поехали в Уфу. Все, защитили и приехали, и звание осталось. Хороших людей в совхозе много. Это только небольшая часть наших встреч. Но их достаточно, чтобы понять, почему Байрамгуловский совхоз становится год от года крепче и богаче. Совхоз Байрамгуловский, вот директор Муждабаревич, нам сделал поощрение, это в Португалию. Только отсюда вот мы с совхоза 22 человека ездили туда. Купались в Атлантическом океане. С нами ездил ансамбль московский имени Осипова, что ли, москвичи же выступают, так все деловой, так и все. А как пошел концерт, они выступают же, этот оркестр у них, им даже не хлопают. Как наши вышли, как дали зал, только так. Даже на улице после концерта ждут, подходят с нами спрашивают, вы откуда вы? Мы говорим, с России, у нас, да, Башкортостан это. Они даже говорят, мы это и не знаем, говорят, это, где это такая деревня. Надо сказать, байрамгуловцев постоянно пытались переманить то в госансамбль в Уфу, то в Казань. Но уральские танцоры, жизни механизаторы, комбайнеры, все сплошь передовики ни в какую не соглашались. Мол, жатва на носу, то посевная. Зато с гастролями объездили весь мир. ГДР, Испания, Португалия, Франция. И Париж видали. А в день Великого Октября вместо парада в Атлантическом океане купались. Наш народ и по легенде поселился на Богом избранной земле. Здесь у нас умеют и петь, и танцевать. В общем-то, и именно здесь, на Байрамгуловской земле, зародилось искусство профессионального танца. Не побоюсь этого слова. Почему? Потому что танцуют везде. Берут гармонь, танцуют, но вот именно так танцуют, от души, правильно выставляя, как говорится, все па. Именно здесь начало вот этой хореографической культуры заложено. Сегодня у нас около 48 малых танцев по танцевальных коллективов по Чилинскому району, но сердце этой культуры лежит именно здесь. И сегодня по инициативе ветеранов, по инициативе жителей собраны деньги для того, чтобы вот эта доска здесь стояла, на этой земле. Это дорогого стоит. Мы благодарны уральцам, несмотря на то, что бывают и трудности какие-то, они сохраняют эту культуру, сохраняют вот этот источник вдохновения, наверное, для всего народа нашего. Надо сказать, что много лет назад здесь сгорел клуб. Не было клуба, не было. Вот был большой пожар, и Училинский горно-обогатительный комбинат протянул руку помощи, оставил клуб, взял под свое крыло Ляйсан. Говоря о трагической странице с этим пожаром, конечно, жалко, очень много, скажем, фотодокументов сгорело, похвальных грамот, но так или иначе, вот по крупицам со всего Уральска, со всех деревень собрали где-то какие-то фотографии, какие-то артефакты. В постперестроечное время, когда случился пожар в Уральске, сгорел Дом культуры, сгорели все фотоматериалы, сгорели костюмы.
сгорели видеозаписи. Вот это была, наверное, трагедия большая. Но в то время, когда вся страна думала, чем накормить народ, в общем-то, было не до культуры. И в то время Учелинский горно-обогатительный комбинат протянул руку помощи. Но немаловажна роль самих жителей всего Байрамгуловского совхоза. Собирали фотографии, собирали записи, заново собирали даже костюмы. То есть настолько было огромное желание у народа опять возродить эту культуру танца. И на сегодняшний день мы имеем великолепный клуб, имеем профессиональный ансамбль, и это благодаря, в общем-то, воле народа, что дорогого стоит. На осмотр художественной самодеятельности вот Анвар Гибадатов мне поставил яшмаик. Вот с этим танцем я попал в Лейсен. Они меня сразу забрали. Меняются поколения танцоров. Обновляется репертуар, растет, обогащается новыми красками исполнительское мастерство коллектива. Но остается неизменным одно – это неповторимо самобытное, первозданная чистота рисунка танца, присущая только истинно народному искусству. Сольные танцы на бис шел. Позвали на второй танец. Меня не выпускали со сцены. Первая поездка в 70-м году. Уфалай выступать так. Принимали хорошо. Мы марийский танцевали четвером. Гран-при взяли на марийский танец. Рифатович Галиев поставил. Мен шулбей башлагас Аскаров меня внимание купили инде. Адрак сабак талягы балды. Когда я попал в ансамбль, Гаскаров мне уделял много внимания. Порой и хлыстом перепадало. У Файзи Адгамовича манера была такая во время репетиции движения ног танцоров хлыстиком корректировать. Через пару лет мы случайно встретились с ним в гостинице «Агидель». Гаскаров говорит: «Родной, ты не обижайся на меня, тебе больше всех от меня перепадало. Но знай, я в тебя всегда верил. Ты отличный танцор. Понимаешь, кого люблю, того и бью». Я отвечал: «Я тоже вас люблю, уважаю, Файзи Адгамович». Кстати, партнерши мне всегда попадались высокие, приходилось голову высоко задирать. Ведь в Ляйсане у меня был самый малый рост. Меня тик озон кыз тура келе турган. Югары карап тура турган. В 1973 году поступил в Стерлитамакский культпросвет, но учиться не пришлось, потому что призвали в армию. А в то же время нас с Римом Сагидуллиным пригласили в госансамбль. Хашим Мустаев на нас очень рассчитывал. Мы были молодые, потому решили для начала в армии отслужить. Ну а после армии мы уже твердо знали, что ни в какой госансамбль мы не пойдем. Мы остались верны Ляйсану. Я отдал танцу все силы и здоровье. Руководитель не однажды говорил мне, мол, не растрачивай себя на репетициях, танцуй в полноги. Но я так не умел. И вот однажды на фестивале «Семейная мозаика», тогда в Уфу съехались более 3 десятков коллективов, мы танцевали с сыном. Без репетиций. Я все ноги отбил, чувствуя, что стать не могу. А на другой день гала-концерт. Я превозмог себя и вышел на сцену. Тогда мы стали лучшими, но с той поры хожу с тростью. Ноги, можно сказать, на сцене оставил. Впрочем, я не жалею, ведь жизнь моя была яркой. Танцы для меня все. А теперь вот сыновья мои танцуют и внуки. Шул келдилаты неме болды, менің аяқ ауырта шықты. Әнемештегі қар киске выступление. Этим не измештеген бейменде. Шул маздар өрттім да, кис 9-да уже выступление азықтық. У семейная мозаика. 150 коллектив болды. Шында біз галлыға әлеттік. 33 коллективтіқін алдылар. Біз малайымнан бейінікімді.
Фанис Каримов. Свое новое имя и звание народный уральские гаскаровцы получили в 1972 году после победы на Всесоюзном телефестивале народного творчества в Свердловске, где завоевали первое место. Тогда из Башкирии там же участвовал танцевальный коллектив Уфимского моторостроительного объединения. А сам фестиваль шел аж 2 недели. Потому уральцы перезнакомились и подружились со всем Союзом. Это и марийцы, и чуваши. И до сих пор вспоминают, как казанцев учили кнутом орудовать. Было немало громких побед. Особо памятная в 1967 году на Всесоюзном смотре художественной самодеятельности в Куйбышеве. Республика тогда была представлена также танцевальными коллективами из Салавата и Агиделя. Кстати, танцы им ставил тоже Гаскаров. Но байрамгулская Гульназира была вне конкуренции. Под бурные овации танцоры несли Гаскарова на руках до самого поезда. Он был человек, видимо, непростой. И знаете, вот первый раз, когда приехал, во второй раз, когда приехал, вот Милхат Алцыбаев, он ездил с ним, он же начал с того, что изучил фольклор наш местный. То есть по деревням ездил, смотрел, как молодежь танцует, и все это зафиксировал. И вот наш праздник танец, он родился именно на этой почве, понимаете? Если хорошо посмотреть со стороны этот танец, все детали – это наша жизнь вот нашей молодежи, как они танцуют, все это вот так вот. Но сумел, значит, человек великий. Отважные башкирские джигиты, бесстрашно укрощают они диких степных лошадей. К примеру, танец укротителей. Это на местном материале именно нашего совхоза байрамгуловского. Он воплотил это в жизнь, в танцы. И как эксперимент, значит, если зритель воспринял этот танец как должное, он ставил уже государственному ансамблю. Вот. Но он никогда не копировал никакой ансамбль. Это лицо было Гаскарова, лицо Гаскарова. Вот он, где он проработал, коллективы все живы-здоровы. Вот это меня очень радует, очень сильно радует. Например, вот даже случай такой есть. Мишкинский район, значит, марийский танец. Гаскаров разрешение спросил у руководителя. Он вечером позвонил этому Яше, и попросил у него разрешение поставить вот этот марийский танец на государственный ансамбль. Гаскаров попросил у Яши. Ну, тогда ансамблей по республике, таких вот ярких ансамблей было очень мало. Это, значит, город Салават, ансамбль Агидель, Мишкинский район, значит, сильные, мощные коллективы были. Но мы всегда как-то... Геннадий Васильевич Онищенко коллектив очень сильный был, такой яркий, самобытный. Вот. Но то, что он в нас в байрамгуловцах видел, тут даже не то, что по Башкирии, по Российской Федерации единственный совхоз, который имел, который содержал, который помогал во всем, это был совхоз Байрамгулов. Еще раз хотел бы сказать огромное спасибо училинцам, байрамгуловцам. Огромное вам спасибо. От имени Государственного академического ансамбля имени Фази Гаскарова, Республики Башкортостан. Дорогие друзья,
2014 году это полувековой юбилей этому ансамблю. Но, знаете, это единственный ансамбль в Башкортостане, который выдержал все экзамены и все еще живет. Это говорит о многом. Были прекрасные ансамбли, но они распадались, к сожалению. Но вот это единственный, если я не ошибаюсь, сельский, имею в виду, сельский танцевальный ансамбль, он вот все еще живет и процветает, я бы так сказал. Этот юбилей мы хотим отметить. И, конечно, хорошую книгу, более пополненную, то, что я уже написал, так, хотелось бы это осуществить. Вот есть такая мечта. Какой была бы жизнь без Юлдаш, без Ляйсан? Этим вопросом задается не одно поколение уральцев. Это художественный руководитель Дома культуры Медахат Мухамедович Алсынбаев, посвятивший родному коллективу почти полвека, его друзья Анвар Муфасалович Гибадатов, Рим Галиахметович Сагидуллин, Фасих Хатипович Каримов, Салават Нуридинович Гарипов и все здравствующие ныне ветераны ансамбля. Может быть, и легендарный основатель Государственного академического ансамбля танца, в последующем названный его знаменитым именем, не однажды задумывался, что значит для него верный спутник его гениального детища Юлдаш, вдохновленный первым весенним дождем Ляйсан.